картина является олицетворением единства русских и татар, и даже шире, потому что в нем течет и кавказская кровь, кабардинская. Поэтому мы можем сказать по праву, что он является олицетворением и единства всех народов русского мира. Я читаю небольшой доклад. С начала образования Золотой Орды в татарскую аристократию была гармонично вписана аристократия русских княжеств, начиная от князей и дружины и заканчивая простыми русскими воинами. Это во многом заслуга князя Ярослава, святого благоверного князя Александра Невского, хана Батыя и его сына христианина хана Сартака, который по некоторым данным был священником. Также велика роль и заслуга в этом хана Мигу Тимура и его зятя, святого благоверного князя Феодора Черного. Не всем аристократиям была уготована такая гармоничная интеграция. Так правящие и военные классы Волжско-Камской Булгарии были уничтожены татарами, а оставшееся население стало податным людьми, их прямые потомки по языку современные чуваши. На татарских курултаях участвовала русская аристократия, так как она была гармонично вписана в татарскую аристократию, и не просто политически,